Радиационный фон – радиоактивное излучение, присутствующее на Земле от естественных и техногенных источников, в условиях которого постоянно находится человек. Избежать радиоактивного облучения невозможно. Жизнь на Земле возникла и развивается в условиях постоянного облучения. Сегодня узнаем, какой радиационный фон у нас в республике. Расскажет нам об этом Андрей Кичигин, специалист по радиационной безопасности и охраны труда Института биологии КОМИ, научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Андрей Ильич, здравствуйте. 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 Андрей Ильич, что можно сказать насчет радиационного фона у нас в республике? Так, как я полагаю, в первую очередь интересует техногенный радиоактивный фон. Так, надо сказать, что сформироваться он начал в начале 60-х годов, в период активного проведения ядерных испытаний на Новоземельском полигоне. Надо сказать, что условия проведения испытаний выбиралось таким образом, чтобы радиоактивные осадки сносились на территории Советского Союза. Уже исследования, проведенные в 90-е годы, в начале 2000-х годов по содержанию одного из относительно долгоживущих искусственных радионуклидов, показали, что действительно большая часть радиоактивных осадков выпала на севере Красноярского края, в районе Тунгуски, скажем так, и в Иванкие. То есть, получается, в самой малонаселенной части земного шара. На Новой Земле проводились мощные ядерные взрывы, при которых большая часть радиоактивности выбрасывалась в стратосферу, и они уже включались в глобальные воздушные потоки. А особенность глобальных воздушных потоков в атмосфере такова, что примерно на широте 60 градусов, то есть на широте Сыктывкара, наблюдаются в основном восходящие воздушные потоки. И на этой широте радиоактивные осадки, глобальное радиоактивное выпадение, в общем-то, минимальны. На остальной части территории Республики Коми они, естественно, чуть побольше. Опубликованные данные свидетельствуют о том, что, например, в Сыктывкаре плотность выпадения радиоактивных осадков была намного меньше, чем в Воркуте, а в Воркуте примерно такая же, как в Москве. В середине прошлого столетия у нас в поселке Водный функционировал радиевый завод. Как сейчас вообще обстоит ситуация? Есть какие-то загрязнения, может? На радиевом заводе в поселке Водный радий первоначально добывались из подземных минерализованных вод. Это были попутные воды Ухтинского нефтяного месторождения. И радиоактивные отходы, остававшиеся от этого производства, просто сваливались на ближайший свободный участок рядом с радиевым заводом. И им оказалось пойма реки Ухта, точнее склон поймы в районе реки Ухта. И таким образом там образовалась первая в Советском Союзе радиоактивная свалка. И только относительно недавно, в начале 2000-х годов, удалось добиться того, что этот участок был включен в программу ядерной и радиационной безопасности России. Было проведено Институтом биологии детальное обследование этого участка и проведены работы по его рекультивации. Андрей Ильич, спасибо вам большое за такую интересную информацию. Желаем успехов в работе. Спасибо. До свидания.